ВОЗ было принято, что проблема с гепатитами является одной из самых актуальнейших проблем здравоохранения, и каждый год мы от гепатитов теряем около 1 миллиона человек. Это очень большие цифры, и каждый 12 человек в мире инфицирован вирусными гепатитами. Те, кто не получает лечения, к сожалению, могут приобрести такие осложнения, как цирроз и рак печени. Так вот, создание такой организации, как Всемирный альянс борьбы с вирусными гепатитами, было инициировано пациентами в Европе, и впоследствии у нас в России тоже создана межрегиональная организация по содействию лицам с гепатитами. Если вы наберете в интернете слоган «Вместе против гепатита», вы попадете на сайт этого общества, и где вы можете найти достаточно достоверную информацию. К сожалению, сегодня, несмотря на обилие информации, мы встречаемся с достаточной такой, скажем, наплывом не всегда достоверной информации. Поэтому я считаю, что для пациентов очень важно получить вовремя, своевременно именно правдивую информацию о заболевании, о том, как лечить и что надо делать для того, чтобы противостоять заболеванию. Давайте сперва, прежде чем приступить к нашей основной теме, вспомним, что такое печень. Печень есть у каждого человека. Это непарный орган. Она находится в области правого подреберья, и у взрослого человека весит примерно 1,5–2 килограмма. Это второй по массе орган в организме человека. Самый крупный орган у нас какой, как вы думаете? Кожа, да, она весит 11 килограмм примерно, грубо говоря, да? Ну а дальше идет печень, которая может достигать 2 килограмм в весе. И структурной единицей печени является печеночная клетка, гепатоцит. Гепатоцит – это клетка особенно тем, что через нее проходят 3 полых образования. Это вена, артерия и желчный проток. То, что печень – удивительный орган, еще в древности описал Гален. Он сказал, что печень – это энергетическое вместилище человека, где хранится часть души человека, и она поддерживает работу сердца. И все, что связано с печенью, конечно, очень сильно влияет на жизнедеятельность. В печени более 300 миллиардов печеночных клеток, и в ней происходит более 1000 биохимических реакций. Знаете, какая скорость биохимических реакций? Это 1 миллиард в 1 секунду. То есть буквально за какие-то минимальные такие промежутки времени происходит бесчисленное количество различных реакций, которые поддерживают жизнедеятельность нашего организма. И буквально за 1 минуту печень прокачивает около 1,5 литра крови. За час это 100 литров, а если в течение суток мы посчитаем, это более 2000 литров крови. И возникает вопрос, а за что отвечает печень, какие функции? Первое, вы уже поняли, что это депо крови. Весь тот объем крови, который имеется в нашем организме, проходит через печень. Это раз. Вторая, самая важная функция – это дезинтоксикация, это барьерная функция. То есть все, что мы с вами встречаемся с лекарствами, с микробами, с какими-либо токсинами, все обезвреживается через нашу печень. И поэтому, когда печень плохо работает, возникает такой симптом, как интоксикация, попросту загрязнение организма, что проявляется слабостью, утомляемостью. Печень участвует в пищеварении, это выработка желчи, это очень важные виды обменов. Обмен белков. Например, в печени синтезируется такой важный белок, как альбумин. И если его количество в крови снижается, то снижается онкотическое давление плазмы. У человека могут возникать отеки, как это бывает, например, при циррозах печени. Кроме этого, печень отвечает за обмен жиров, обмен углеводов, то есть она переводит гликоген в глюкозу, глюкозу в гликоген. И мы в своей практике встречаемся часто, что люди, которые страдают заболеваниями печени, что делают? Они очень часто хотят что-то сладенького, восстановить свой энергетический баланс. Кроме того, в печени вырабатываются факторы свертывания крови. Страдает печень, и страдает система свертывания. То есть могут быть синячки быстрее появляться, кровотечения, носовые, десневые и так далее. Кроме этого, печень – это вместилище многих витаминов, многих микроэлементов, и кроме того, печень регулирует еще, что очень важно,
уровень некоторых гормонов, в том числе половых гормонов тоже. Да? Представляете, какое огромное количество функций несет на себе вот этот орган. И, естественно, когда она страдает, мы получаем очень такую многоликую картину клиническую. На самом деле гепатит – это что? Воспаление печёночной клетки. Когда клетка воспаляется, она отекает. Когда процесс идет очень длительно, то отек спадает потихонечку, но зато замещается он такой соединительной тканью. И гепатит мы различаем острый, когда этот процесс идет до полугода, а если процесс более 6 месяцев, мы называем это хронический гепатит. Вообще все гепатиты делятся на две большие группы. Может быть, это немножко сложно для вас, да? Но есть такой термин пути передачи. Значит, первая группа – это как кишечные инфекции гепатиты А и Е, которые могут передаваться через грязные руки, через инфицированную воду. И отличие этих гепатитов в том, что они никогда не дают хронического течения. Человек заболел и выздоравливает от этого заболевания. Да? А вторая большая группа, которую мы сегодня с вами разберем, это гепатиты В, С, Д. Эти гепатиты передаются через кровь и через биологические какие-то либо секреты, как мы говорим медики. Да? И кроме того, здесь еще можно добавить 3 новых вируса. Это вирус ТТВ, вирус СН, вирус G. Они тоже изучены, но, скажем так, самостоятельной такой активной роли в развитии гепатита не имеют. Поэтому мы сегодня рассмотрим с вами вот самые распространенные парентеральные вирусы, как мы говорим, В, С и Д. Но немножко остановимся, буквально пару минут, вот на первой группе гепатитов. Энтеральный гепатит или кишечный А и Е. Вы знаете, вот все вспышки этого гепатита, они связаны с какими-то катаклизмами, с природными, например, наводнения, да, с военными катастрофами. И здесь очень уместно вспомнить, вот начало 2000-х, наверное, многие помнят, был паводок большой в Ленске, и во время этой катастрофы возникла вспышка гепатита А, которую удалось достаточно быстро ликвидировать с помощью чего? Специфической вакцины. То есть на сегодняшний день мы имеем вакцину против гепатита А. Она включена в региональный календарь прививок, то есть наши детки, прежде чем пойти в школу, могут двукратно получить эту вакцину, и они практически на 30-40 лет будут защищены от этого грозного заболевания. Ну, а взрослые люди, если они тоже хотят защититься, в принципе, это можно сделать, правда, вот на платной основе, получить эту вакцину для того, чтобы не заболеть вот этим гепатитом. Вакцин очень много от гепатита А, и отечественные, и импортные, но смысл их один. Поэтому, в принципе, большой разницы нету, какую вакцину выбирать, да, главное, чтобы вы точно соблюдали схему. Двукратное введение с интервалом от полугода до года. Да? Значит, гепатиты Б и С, Б, С, Д. Вот чем они чреваты? Почему мы так, обратили на них сегодня такое большое внимание? Чем они привлекают? Дело в том, что эти гепатиты способны к переходу в хронические формы. А раз перешел вирус в хроническую форму, гепатит, значит, он может давать при отсутствии лечения цирроз печени или даже рак печени. И вот задача сегодняшней нашей лекции прежде всего понять, что сделать, чтобы не произошло инфицирование этим гепатитом. А если это произошло, что сделать, чтобы прервать вот эту патологическую цепочку, не допустить развития цирроза и рака печени. Но прежде всего давайте разберем, кто относится к группе риска. Это, конечно, в первую очередь те люди, которые употребляют внутривенные наркотики. У кого частые процедуры, татуаж, пирсинг. Это те, кто работает с кровью, медперсонал в первую очередь, и врачи, и медсестры. Это пациенты после операций, после переливания крови, после трансплантации органов, члены семей больных с вирусными гепатитами тоже находятся в группе риска. И в группу же риска входят лица, имеющие беспорядочные половые связи. Все эти
категории лиц должны периодически обследоваться на гепатиты. Таким образом, мы имеем следующие пути передачи. Первое – это что? Вертикальный. То есть, если мама болеет хроническим гепатитом, у нее активная форма заболевания, она может инфицировать своего ребеночка. Бояться этого не надо. Если такая ситуация случилась, то у нас разработаны целые алгоритмы ведения таких женщин. И мы с помощью специальных препаратов, иммуноглобулинов, вакцины, иногда даже противовирусных препаратов можем полностью снизить инфицирование в 100% для того, чтобы ребенок не заразился. Также есть такой путь передачи, как половой. Вы поняли, да, это очень часто бывает при гепатитах Б и Д, при С все-таки реже. Потом есть путь передачи при медицинских манипуляциях. К счастью, на сегодняшний день этот путь передачи значительно сократился, но тем не менее надо быть очень бдительными, внимательными, особенно когда вы ходите в частные центры, да. Иногда вот у нас бывают пациенты, которые приезжают, допустим, из Китая, где они делают вот очень так недорого, скажем, протезирование зубов, иглотерапию, и когда используется нестерильный инструмент, может быть инфицирование. Конечно, наркоманы – это прямо вот группа риска номер 1, да? И когда есть в семье больной гепатитом, иногда, может быть, мы говорим горизонтальный путь передачи, то есть в семье, да, как это происходит. Например, когда кто-то в семье болен, а используются предметы общей личной гигиены. Это может быть маникюрные принадлежности, да, мочалки, то есть любая микросадина, если туда попала слюна, допустим, с вирусами или частица крови, тоже может произойти заражение. Вообще, например, вот самый контагиозный вирус – это вирус гепатита Б, потому что там даже видимой крови, капли крови не нужно, чтобы человек вот заразился, да, вот настолько он контагиозен. И кроме того, я очень хочу обратить внимание, вот здесь полно молодежи, да, сейчас очень модные такие направления, да, вот пирсинг, татуировки делают. Это, конечно, не уйдем мы-то от этих трендов, да, но тем не менее, когда вы идете на эту процедуру, надо быть уверенным, что только для вас используются эти иглы, эти инструменты. Все должно быть стерильно, в перчатках, и все эти процедуры лучше делать в сертифицированных салонах. Вообще, вот в части гепатитов надо сказать, что и в российской ситуации, в Российской Федерации ситуация неблагополучна, и ситуация была признана неблагополучной еще на коллегии Минздрава России, и она призвала подойти комплексно к решению этой проблемы. И, к сожалению, наша республика на сегодняшний день является одной из самых неблагополучных территорий по гепатитам. Вот по данным референс-центра по надзору за вирусными гепатитами мы практически на первом месте. В 2011 году показатель пораженности составил более 1500 населения. Это очень огромные цифры. И угрозу вызывает то, что основная масса инфицированных – это лица от 25 до 45 лет, лица молодого трудоспособного возраста. И эти заболевания, еще раз я повторю, что могут вызывать, конечно, если не лечить, они могут вызывать циррозы и раки печени. Значит, при анализе заболеваемости, когда официальная статистика учитывает вот эти все графики, да, мы видим, что показатели по Якутии выше российских почти в 1,5 раза. Это на протяжении многолетнего периода. Если же мы возьмем по отдельности гепатиты Б и С, то Б-гепатит, конечно, он выше, чем в России, но он потихонечку снижается. Это с чем связано? Связано с тем, что у нас по гепатиту Б проводится вакцинация, да? А по гепатиту С мы видим обратную картину. Здесь идет нарастание заболеваемости, к сожалению. И по данным 2017 года тоже показатель в 1,5 раза выше, чем по Российской Федерации, к сожалению. У нас есть целые неблагополучные районы. Это вот Сунтаарский район, Усть-Алданский, Верхневилюйский, город Нерюнгли, Вилюйский район, Чурапчинский, где очень высокий уровень пораженности вирусными гепатитами. Вот теперь давайте мы разберем конкретно каждый вирус, да, Б, С, Д. Вот люди всегда интересуются, чем они отличаются. Вот самый первый, самый распространенный вирус у нас – это вирус гепатита Б.
Что происходит, когда в организм попадает вирус? Развивается острый гепатит. То есть человек желтеет, слабеет, температура. И вот в этот период, значит, происходят такие реакции в организме человека, и где-то примерно 20% дают хроническое течение, 80% выздоравливают. Дальше, если процесс идет дальше, прогрессирует, может развиться цирроз печени, и даже примерно у 20-30 может развиться рак печени. Вообще вирус гепатита Б называется самым онкогенным вирусом. И этот патологический процесс занимает достаточно большой промежуток времени, это 20-30 лет, да, то есть вот человек заразился, допустим, в 15 лет, но примерно к 35-40 годам может сформироваться цирроз печени. Но зачастую, знаете, бывает очень часто. Приходит человек, пациент, так, да, и говорит: а я никогда не болел острым гепатитом, а у меня вот случайно обнаружили гепатит Б, HB-антиген. И я скажу, что это самая частая ситуация. Иногда бывает так, что вирус попадает, иммунная система, она реагирует особым образом, что нет острой формы гепатита, и сразу развивается, что хронический гепатит, первичный хронический гепатит, и люди обнаруживают вирус совершенно случайно. Да? Вот это, в этом и состоит, наверное, коварство гепатита Б. И чем же он проявляется, хронический гепатит? Печень – орган, который не имеет болевых рецепторов. Вплоть до цирроза печени может быть никаких проявлений болезни. То есть она молчаливый, терпеливый орган. Да? И самые частые проявления, которые может вот предъявить человек с заболеванием печени хроническим, это слабость, утомляемость. То есть он вот устает, утомляется очень быстро, вечером говорит: прихожу с работы, сил нету. Вот это проявление хронического гепатита. Иногда может быть тяжесть в правом подреберье, иногда вот суставные мышечные боли, да, и аппетит может быть снижен, сон плохой. И уже позже желтуха появляется на поздних стадиях, и вообще у лиц с хроническим заболеванием печени бывает пониженный фон настроения, даже вот как энцефалопатия. Почему? Да потому что те токсины, которые накапливаются в крови, вот мы говорим же печень-фильтр, они накапливаются в крови, общая слабость, и плюс еще проходит через гематоэнцефалический барьер головной мозг, и может быть и снижение памяти, и депрессивные такие настроения, это все характерно для гепатита. И тут возникает вопрос: а вот есть, например, пациент там, Иванов, грубо говоря, да, вот он с гепатитом Б, совершенно у него все спокойно, не обращается, а у второго почему-то вот очень агрессивно протекает. С чем это связано? Вы знаете, факторов очень много. Это структура самого вируса, это генотип, это может быть какие-то другие инфекции, или человек злоупотребляет алкоголем, все это быстрее происходит, да. Иногда даже мы говорим, что это может быть и стаж болезни, да, то есть у кого-то 10 лет, у кого-то 30 лет. Все это, конечно, имеет значение, но самую важную роль играет такой критерий, как вирусная нагрузка, то есть количество вируса в крови. Как он определяется, я вам скажу чуть позже, это метод ПЦР, да, и с помощью него можно определить, сколько же вируса у вас находится в крови. Если вот первый пациент, Иванов, скажем, у него всего там 1000 нагрузка, он может спокойно жить в таком состоянии, дожить там до 90 лет, и заболевание никак себя не проявит. А у второго пациента, допустим, там миллионная нагрузка. Естественно, он угрожает нам по развитию вот этих осложнений, о которых мы сегодня говорим. Да? Вот это вот особенности гепатита Б. Второй вирус, наверное, самый сейчас актуальный, потому что идет глобальная эпидемия этой инфекции, это гепатит С. Этот гепатит имеет 67 субтипов, 6 генотипов, то есть он настолько генетически разнороден, и поэтому против него вакцины нет. Да? Вакцины нет. Во всем мире считается, что 180 миллионов человек инфицировано, ежегодно 3-4 миллиона инфицируются. Это во всем мире. Вот такие колоссальные цифры идут. А если взять Российскую Федерацию, то 40 тысяч новых случаев ежегодно мы фиксируем в Российской Федерации.
Есть страны более благополучные по гепатиту, да, там распространенность, допустим, 0,3%, 3, значит, до 3%. А есть вот, например, Пакистан, Египет, там 10% и более населения инфицировано этим вирусом. Какая же ситуация у нас в России? У нас в России более 3% населения инфицировано этим вирусом. Причем вирус, если мы говорили 6 генотипов имеет, то у нас вот в республике самый распространенный генотип – это генотип 1b. Он характеризуется, ну, тоже достаточно тяжелым течением, да, и имеет свои отличия вот в терапевтических подходах, то есть как лечить заболевание. Сейчас вот только что я вам рассказала схему гепатита Б, а по гепатиту С какие отличия? Там тоже идет так же, да, хронический гепатит, цирроз, рак. Но особенность какая? Вот острый гепатит, человек заболел, мы говорили сколько? 20% приходит, да, в хроническую форму, а при гепатите С все 80-90%. То есть встретился человек с вирусом, и практически в 90% разовьется хронический гепатит, который может также перейти в цирроз, и где-то 3-4% из этой группы ежегодно дают первичный рак печени. И опять же, этот процесс занимает многолетний период, 30-40 лет. И вы знаете, закрепилось такое название за этим гепатитом, как ласковый убийца. Сейчас, конечно, специалисты говорят, это неправильно, потому что у нас появились новые методы лечения, новые препараты. Мы можем избавить человека от гепатита С, да? Но, тем не менее, что он склонен к очень такому латентному течению, бессимптомному. Иногда даже вот приходит человек, уже стадия цирроза, никогда ничего не беспокоило, и оказывается уже цирроз печени. Да, вот такое у него латентное течение. Кроме того, он очень неустойчив во внешней среде, быстро разрушается во внешней среде, да, очень гетерогенен, высокая активность, то есть очень такой большой скоростью он размножается, и еще одна особенность его, что он может повреждать другие органы помимо печени. Это могут быть органы и кожа, и глаза, и, значит, эндокринная система, суставы очень часто страдают, да, почки, система крови, все это называется внепеченочные проявления. А так симптоматика гепатита С, она, ну, скажем, общая. Опять же, слабость, недомогание, утомляемость, вот как при гепатите С, да. Могут здесь присоединиться тоже и сниженный аппетит, и кровотечения носовые, да, десневые. У женщин тоже могут быть частые кровотечения, депрессивные настроения. А вот по внепеченочным проявлениям, что мы видим, это четко доказано, что чаще развивается сахарный диабет 2 типа, инсулинорезистентность, почки страдают, гломерулонефриты, и даже может быть такой симптом, как депрессия, очень часто, да, когнитивные нарушения со стороны памяти. И в группе лиц с гепатитом С высок риск развития инсультов и инфарктов, да. То есть вот на самом деле, конечно, вирус коварен. И эти внепеченочные проявления мы делим на 2 группы, как воспалительные, и еще, вы знаете, когда вирус долго в организме существует, могут возникать аутоиммунные реакции, иммуноопосредованные, мы говорим. А когда такое развивается, лечить уже сложнее. Поэтому вывод какой? Мы должны лечить до развития вот этих проявлений в самой начальной стадии. Следующий вирус – это вирус гепатита Д, или как дельта-вирус, да? Тоже очень много говорится об этом вирусе, но это не полноценный вирус, это вирион, который внедряется в вирус гепатита Б, как паразит, да? И вы знаете, вот здесь я забегу вперед и скажу, что если у нас от гепатита Б есть вакцина, и вы правильно ее получили, хороший титр антител у вас, то будете защищены от 2 вирусов, и от гепатита Б, и от гепатита Д. Вирус был открыт в 1977 году, то есть это тоже сравнительно молодой вирус, из Италии, итальянским ученым Марио Ризетто. Как это произошло? Значит, врачи заметили, что у некоторых людей с гепатитом Б заболевание протекает очень агрессивно, да?
и обнаружили вот этот вот дополнительный, скажем так, вирус, вирион, который назвали дельта-вирусом. Официальной статистики, к сожалению, по гепатиту D нет, но у нас по России есть неблагополучные зоны. Это Республика Тыва и Республика Саха-Якутия. Наша республика, да, где много гепатита D, к сожалению. И вот эта патологическая цепочка здесь еще, скажем, коварнее протекает вирус. Острый гепатит 90% опять хронический и 60-70% цирроз печени. К сожалению, надо отметить, что иногда даже вот цирроз протекает настолько агрессивно, что до стадии просто развития рака печени пациенты могут не дожить, если вовремя не назначить лечение. Поэтому здесь необходимо вовремя, конечно, обратиться к доктору, чтобы назначить специфическое лечение. Итак, что же надо делать, когда вдруг есть подозрение на заболевание печени? Да? Во-первых, это сдать анализ крови на маркеры. Этот анализ называется ИФА, ИФА на гепатиты. Многие, наверное, слышали, что это такое. Делается он практически в каждой поликлинике, в каждой больнице. И выявляются антитела вируса. То есть желающие могут сдать это в любом медицинском учреждении. Если что-то там не понравилось, следующий анализ у нас какой? ПЦР-анализ, полимеразная цепная реакция. Он выявляет генетический аппарат вируса. Это РНК или ДНК. И считываем мы по нему что? Количество вируса в крови. Для чего это нам важно? Во-первых, это прогноз заболевания. То есть, чем выше вирусная нагрузка, тем серьезнее прогноз. Да? Это раз. И второе, контроль эффективности лечения. Допустим, пришла пациентка, вначале мы берем у нее кровь на ПЦР, 3 миллиона нагрузка, да? Начали лечить, и через месяц видим, что она резко упала. То есть это говорит, что наше лечение пошло впрок, да? Контроль эффективности нашей терапии. Кроме этого, любой человек с поражением печени должен пройти ультразвуковое исследование печени или УЗИ печени. Да? Что она делает? Она смотрит размеры печени, структуру. Может, значит, врач посмотреть, какие сосуды, особенно диаметр портальной вены нас интересует, потому что при циррозе она меняется, и наличие каких-либо дополнительных образований в печени. Тоже врачи это знают, да, когда человек обращается, у нас есть стандарты, что надо сделать человеку с заболеванием печени. И я еще хочу рассказать о дополнительном методе исследований, который тоже используется у нас уже несколько лет. Это эластография печени, да, или аппаратом фиброскан. То есть исследование проводится как УЗИ, к области печени прикладывается датчик, он такой прям вибрирующий, да, и толчкообразными такими движениями проходит такая волна, которая определяет плотность печеночной ткани. И вот с помощью этого метода мы можем определить, есть фиброз, цирроз или нет. И заменяет этот метод на начальных этапах биопсию печени, которая, конечно, трудоемкая, да, и пациенты боятся прокола иглой в области печени. А здесь вот с помощью такого аппарата можно узнать, есть цирроз или нет. Это исследование у нас проводится только в одном учреждении, в центре СПИД, да, где стоит аппарат фиброскан. Таким образом, на что же нужно обратить внимание человеку с гепатитом? Первое – это кровь, общий анализ обязательно, биохимический анализ крови, ИФА, маркеры, да? ПЦР, УЗИ, эластография, ФГДС, и еще нужно сдавать раз в год онкомаркеры, АФП называется, альфа-фетопротеин, потому что этот маркер специфичен для рака печени. Если на каких-то ранних стадиях он повышен, то это должно насторожить доктора, и каждый год человек должен обязательно сдавать, чтобы не пропустить каких-либо серьезных осложнений. Я еще раз повторю, что чем раньше мы выявляем какие-либо осложнения, тем легче докторам лечить, и тем лучше прогнозы нашего лечения. Да? Что должно насторожить, когда вот развивается цирроз печени? Это желтуха нарастает, суставные боли, это могут появиться отеки на ногах, увеличивается живот, гинекомастия у мужчин, то есть увеличиваются у мужчин молочные железы, тоже нарушение гормональное, да, связанное с печенью.
сосудистые звездочки, такие знаки на коже появляются, энцефалопатия, перепады настроения риски. Это все проявление цирроза печени. И вот в 2012 году у нас в республике был издан такой приказ. Мы вошли в пилотный проект, внедрили электронный регистр лиц с гепатитами. То есть помимо того, что у нас есть официальная статистика, мы еще имеем электронный регистр, где вписаны данные каждого человека с гепатитом. Все это, конечно, строго конфиденциально. И на сегодняшний день у нас по Якутии 55 врачей имеют доступ в эту систему. Они вводят туда своих пациентов, а мы здесь вот сидя в Якутске, например, да, или в Москве, там кто, значит, следит за нашим регионом, может посмотреть, какова эпидемиологическая ситуация по гепатитам. И вот по последним данным мы видим, что более 15 тысяч больных с вирусными гепатитами в республике. Самое большее количество – это гепатит С – 6700 человек. Огромные цифры. Причем надо учитывать, что некоторые люди вот выявили гепатит и иногда даже не идут к врачу, да? Не хотят об этом или афишировать, или боятся. Ну, вот какие-то факторы возникают, что просто они из нашей статистики просто исчезают. Потом гепатит Б – 6500. Дельта-гепатит более 1000 человек. Это тоже очень большая цифра, учитывая, как коварно протекает этот вирус. И даже есть лица, у которых несколько вирусов, мы называем микст. Гепатиты Б, С, Д. Иногда даже бывают люди с 3-4 вирусами. Да? Вот это микс-гепатиты более 600 человек. И 385 человек с циррозом печени. И 27 человек с раком печени были зарегистрированы вот в конце 2017 года. Это цифры официальные, да, и посмотреть, если карту нашей республики, знаете, мы какие территории неблагополучные видим. Это западная зона, центральная и зона Заполярья. То есть там, где много гепатитов, много, соответственно, цирроза и рака печени. То есть прямая связь уже доказана. И в основном это были лица мужского пола, вот с раком печени, допустим, коренной национальности, которые проживали в сельской местности, да. Вот это вот основная наша группа риска, на которую надо обращать внимание для того, чтобы не допустить таких осложнений. Если в 2009 году мы потеряли от гепатитов 62 человека по причине гепатита, цирроз, рак, то за 2017 год эта цифра 127 человек, то есть выросла в 2 раза, да. Каждый год растет эти показатели, а показатели официальный раком печени, если сравнить вот с Российской Федерацией, 20-30 лет вот мы анализировали, в 3-4 раза превышает. То есть происходит буквально такая катастрофа по раку печени. Что же делать, чтобы этого не произошло? Ну, первое, конечно, вы поняли, да, это что? Вакцинация против гепатита Б, которая защитит и от Д-гепатита, от 2 вирусов. Причем она проводится у нас в республике уже с конца 90-х годов. Каждый ребенок, который родился в роддоме, еще прививается. Потом по схеме ему прививают, а во взрослом состоянии мы тоже не должны забывать об этом. Посмотрите свои сертификаты прививок. Каждые 10 лет должна стоять отметочка. И не просто даже отметочка, точно человек должен получить вакцину против гепатита Б. И второй метод предупреждения. Мы поняли, как прервать эту патологическую цепочку, лечить гепатиты, то есть противовирусная терапия. Снизить репликацию вируса, убрать его из крови. И если он будет хоть и в крови сидеть, но как бы вне репликации, не размножаться, то и дальше патологического процесса не произойдет. Вот вакцина, она вводится 3-кратно обычно в детском возрасте, а если мама с гепатитом, то что? Делается 4-кратная эта вакцинация, да? Мы даже иногда делаем так, вот пришла женщина, допустим, у ней предстоит через месяц операция, а у нее нет, оказывается, прививки от гепатита Б. Что делать? Значит, в течение 21 дня можно поставить эту вакцину, да, быстро-быстро выработаются антитела, она может спокойно пойти на операцию, прооперироваться, но потом мы еще и 4-ю дозу поставим. То есть такие ситуации, конечно, очень редко, но бывают, потому что у нас
все равно кто-то где-то пропустил вакцинацию, да, и нередко задают вопрос, а как долго работает вакцина? Вообще в среднем по Санпинам это где-то 7-10 лет. Раз через каждые 10 лет человек должен получать дополнительную дозу вакцины. Но есть специальный анализ. Защитные антитела называются, анти-HBs. Тоже можно сделать в любой поликлинике, в принципе, да, или в лаборатории Роспотребнадзора, центра СПИД, частные клиники делают. И вот мы возьмем этот анализ и скажем, вот оказывается здесь можно еще подождать, в принципе, можно без вакцины, а кому-то уже и через 5 лет надо повторять ревакцинацию. Поэтому это, конечно, тоже такой момент злободневный, да, не забывать о том, что иммунитет у каждого свой, разный. У кого-то антитела долго будут сохраняться в течение там 15, даже 20 лет, а у кого-то быстро исчезнут. Теперь вопрос о терапии. Против каждого гепатита есть какие-то препараты. Вот если мы возьмем гепатит Б, то есть таблетированные сейчас препараты. Их очень много, я не буду их перечислять сейчас. Они очень хорошо подавляют репликацию вируса, практически без побочных эффектов. Но один только минус на сегодняшний день, да, это во всем мире вообще нет такого лекарства, который полностью бы мог избавить от гепатита Б. Они только подавляют на долгое время активность вируса. Поэтому сроки лечения не ограничены. Кто-то будет 3 года лечиться, а кому-то нужно и пожизненно назначать, что все время подавлять активность вируса. Да? Ну вот последние дни в СМИ, например, промелькнула информация, что в НИИ эпидемиологии в Москве, да, профессором Чулановым разработаны новые препараты для лечения гепатита Б, которые полностью могут избавить организм человека от вируса. Мы очень надеемся, конечно, что это действительно будет препарат, который поможет многим больным. И с 2019 года планируются клинические исследования вот по этому препарату. Теперь гепатит С. Гепатит С мы, наверное, больше 10 лет лечили интерферонами. Кто-то, может, слышал, интерферон, рибавирин. Это была как сказать, в течение года терапия, как химиотерапия с массой побочных эффектов. Конечно, она многим людям помогла, но в то же время она тяжело переносилась, есть определенные противопоказания. А вы знаете, сейчас вот весь мир уже переходит на новые схемы, без интерфероновой, только таблетки. 2 месяца и максимум 4-6 месяцев, если цирроз печени. Схем очень много, они практически подобраны на каждый генотип, для каждого человека, циррозом, без цирроза. Те, которые проходили терапию с успехом, те, которые были без лечения, вернее, лечились, но неудачно, вот для всех есть определенная схема. Единственное, конечно, что не все препараты у нас зарегистрированы, но я просто хочу обрадовать, что в середине апреля этого года был зарегистрирован новый препарат, называется Маверет, который пангенотипический, то есть он может применяться при всех генотипах. И если гепатит не осложненный С, мы за 2 месяца можем полностью избавить человека от этого заболевания. Да? По гепатиту дельта это только интерфероны. Да? Интерфероны бывают короткого действия, длинного, длительного, как мы говорим. И здесь уже сроки идут до года. И надо отметить, что идут еще клинические исследования в отношении новых препаратов, клевудин, меркулидекс. Но вот меркулидекс, он достаточно хорошо себя показал. И тоже вот в ближайшее время, я думаю, что если он пройдет уже последнюю фазу клинических исследований, будет доступен для того, чтобы назначать нашим пациентам. Да? Ну, конечно, если совсем уже такой запущенный случай гепатита, да, когда цирроз прогрессирует, чем мы можем пациенту помочь? Это пересадка печени. Да, она у нас и в республике проводится, наши пациенты выезжают за пределы республики. И в основном, конечно, применяется родственная пересадка. Родственники жертвуют частью своего органа для спасения жизни своих близких. Да, результаты отдаленные неплохие. Конечно, в борьбе с этой инфекцией занимает самая главная профилактика. Первичная – это что у нас? Вакцинация грамотная. Вторичная профилактика – это лечение гепатита своевременное, чтобы не было осложнений. Да? Очень важно для того, чтобы
узнать о истинной ситуации, обследовать всех жителей нашей республики. Я имею в виду отдаленные регионы, где труднодоступная транспортная система, где проживают люди, которым трудно выезжать. Здесь, конечно, обязательно нужно формировать или какие-то мобильные бригады, которые будут выезжать обследовать организованно, да, вот этих пациентов, чтобы вовремя отобрать группы риска и лечить их. И, конечно, очень важную роль играет что? Информационная работа. То есть каждый из вас уйдет отсюда с каким-то багажом небольшим знаний, да, и если дальше вы передадите по цепочку эту информацию, конечно, кто-то будет уже предупрежден о том, что есть такая коварная инфекция, от которой можно защититься. Да? У нас вообще каждый год для врачей проводится гепатошкола. Уже 17 лет мы проводим школы для врачей, где рассказываем о новых методах лечения, диагностики, потому что информация так обновляется, и если врач не владеет современной информацией, конечно, ему очень сложно будет ориентироваться в лечении больных. Второе – это ежеквартально, иногда даже чаще, мы делаем школы пациентов. Собираемся тоже таким кругом, да, где рассказываем о гепатите, о том, как защитить себя, как надо кушать, какие курорты можно посещать, да, какое питание. Все это рассказывается на наших школах пациентов. И также для студентов у нас даже существуют целые такие олимпиады, чтобы наши будущие врачи знали об этом заболевании больше. Ввели мы дополнительные часы для врачей, да, для хирургов, для акушер-гинекологов именно по проблеме гепатитов. Поэтому знание – сила, да? И завершить бы я свою лекцию хотела такими словами. Берегите печень. Будет здоров дух печени, будет здоров ваш организм. Да? Спасибо большое вам за внимание.